Сегодня последний выпуск в 2021 году проекта «Золотой фонд. Наш профессор». В преддверии 65-летнего юбилея университета мы хотим представить вам человека, который стал одним из организаторов инженерного образования в республике, с человеком, который работал со всеми ректорами ЕГУ и СВФУ. Рева Миронович Скрябин, профессор геолого-разведочного факультета СВФУ. Скрябин Рева Миронович родился 16 февраля 1936 года в селе Бютейдах Мигино-Кангаласского района. Рано оставшись круглым сиротой, воспитывался у родственников, жил в интернате. В 1953 году после окончания школы номер 2 города Якутска поступил на учебу в Ленинградский горный институт имени Плеханова по специальности горный инженер по технике разведки месторождений полезных ископаемых. После успешного завершения учебы в институте в 1958 году приглашен на работу в Якутский госуниверситет. С 1961 по 1964 учился в аспирантуре Московского геолого-разведочного института имени Орджоникидзе и окончил ее с защитой кандидатской диссертации «Исследование технологий алмазного бурения в условиях многолетней мерзлоты в Якутии». В 1966-м утвержден в ученом звании доцента, а в 90-м в ученом звании профессора. Рева Миронович является одним из первых организаторов инженерного образования в Якутии. В течение 19 лет 5 раз избирался деканом инженерных факультетов Якутского государственного университета. Под его руководством открыты инженерные специальности – гидрогеология и инженерная геология, геофизические методы поисков и разведки, технология и техника разведки, экономика и управление в отраслях горной промышленности и геологии, нефтегазовое дело. Подготовлено более 4000 инженеров. Среди его учеников известные профессора, академики, крупные организаторы производства и руководящие работники республики. Как признанный организатор инженерного образования и науки, ученый, государственный и общественный деятель, Рева Миронович избирался народным депутатом Верховного Совета Республики Саха-Якутия 12-го созыва, заместителем председателя Постоянной комиссии Верховного Совета Республики по науке, образованию и культуре. По его инициативе и с его участием созданы в составе правительства Якутии государственные комитеты по высшей школе, науке и технической политике, по геологии и недропользованию. За заслуги в области науки и образования, в организации комплексных арктических исследований и активное участие в реализации международных проектов Северного форума профессор избран действительным членом Международной академии наук о природе и обществе, Международной академии наук и экологии, безопасности человека и природы, Петровской академии наук и искусств, Санкт-Петербургской арктической академии наук, членом-корреспондентом Российской инженерной академии. Рева Миронович Скрябин непрерывно ведет большую учебно-методическую работу на инженерно-техническом и геолого-разведочном факультетах ЕГУ с 1958 года. Рева Миронович, вы рано остались круглым сиротой, при этом учились в Ленинграде. Кто или что вас направляли на правильный путь, получить образование, работать? Да, я отношусь к категории граждан дети войны по своему возрасту. Поэтому, к сожалению, все годы войны в малом возрасте испытал тягости сельской жизни. Рано остался сиротой. Мама у меня умерла в 3-м году моей жизни. Я ее вообще не помню, к сожалению. А отец сразу был призван в армию на фронт в 1941 году. И, к сожалению, они все, 5 братьев были у моего бабушки, дедушки, сыновья. Все 5 сыновей были призваны на фронт. К сожалению, они воевали на разных фронтах, понятное дело. Но в итоге погибли 4 из 5, в том числе мой отец. Вернулся живым только один младший тяжело раненый. Вот такая большая потеря в нашей семье, у моих бабушки, дедушки.
Вот, об этом была отдельная передача в средствах массовой информации. Вот. Поэтому отец у меня был кадровым охотником, тоже увлеченный своей профессией. Поэтому я его тоже плохо помню, к сожалению. Вот. Поэтому я остался круглым сиротой с бабушкой и дедушкой на селе. Естественно, оставшись у бабушки и дедушки, был первым помощником в семье по мужской работе. Вот. Поэтому могу сказать, что прошел довольно серьезное трудовое воспитание в сельской жизни под руководством своего дедушки, который в преклонном возрасте был уже за 80 лет. Поэтому моя помощь только выручала во всех хозяйственных делах в нашей семье. Это, как все мои сверстники, я испытал сполна. Но чуть-чуть в старшем возрасте, в младших классах, подрабатывал в колхозе, трудодни зарабатывал помощь семье. Вот так я рос, как все мои сверстники, дети войны. Вот. И это я сейчас на склоне лет вспоминаю не только как все плохое, считаю, что это хоть тяжело было, но я прошел с раннего возраста довольно серьезную закалку сельской жизни, привык трудиться. Помню, мало совсем играл, некогда было. Вот. Это, на мой взгляд, наложило отпечаток на моего дальнейшее становление как человека с малых лет. Вот. Образовательный процесс, учеба в школе, я учился в деревне до 7 класса у бабушки, дедушки, там под руководством тети, родной сестры, отца моего. А после этого перешел на старших курсах на учебу в городскую школу номер 2. Там уже при помощи старшей тети, сестры моего отца, тоже удалось довольно успешно закончить учебу в школе. Вот на выходе из средней школы, как все мои сверстники, естественно, задумывался о будущей профессии, куда дальше продолжать путь на учебу. Вот, выбирал разные варианты профессии, в соответствии со своим возрастом. С чего только не перебирал. Учитель черчения, рисования. Я любил рисовать, архитектором и прочее. Но в то время в атмосфере нашей республики уже витала огромная информация о геологических работах, связанные с большими минерально-сырьевыми ресурсами нашей республики. Мы даже уже, школьники, знали, что в Якутии у нас, родной республике, очень много различных видов полезных ископаемых. Это время было, как говорят геологи, золотыми годами для якутской геологии и советской геологии. Вот, поэтому мы, молодые люди, тоже очень обращали на это внимание. Манила романтика геологической специальности. Вот так я заканчивал распутье выбора профессии, тем более вузы там, по справочникам вузов все время мы смотрели, кто куда, как, между собой общались. Вот. Но мне очень повезло в этот период. Были в то время, выделялись целевые места, центральные вузы, некоторые, видимо, по заявке правительства республики. Вот в основном там тоже были места на горно-геологические специальности. Вот я узнал об этом и подал документы на геологические специальности, и оказалось место в Ленинградском горном институте. Не одно, там 3, нас 5 было. Вот. Вступительные экзамены удалось как-то успешно сдать и получить путевку на учебу
Ленинградский горный институт. Об этом институте я всегда могу говорить, что это один из самых старых технических вузов России, еще при Екатерине основанной, вот, Екатерина II. И в мире тоже Ленинградский горный институт относится к старейшим вузам мира по наукам о Земле, по геологическим специальностям. То есть, в моем понимании, это великий институт. Вот мне посчастливилось попасть на учебу в этот великий институт. Вот. Когда приехал в Ленинград, пошел в приемную комиссию института, обнаружил там, кроме меня, еще 4 земляков. Из Якутии нас 5 человек оказалось в этом наборе. 2 на горный факультет, 3 на геологический факультет. Вот, так что мы 5 как бы первопроходцы из якутской молодежи в этом Ленинградском горном институте. Так началась студенческая жизнь прекрасная, о котором я всегда с восторгом рассказываю, где кому интересно. Естественно, у любого человека годы студенческой жизни всегда остаются самой светлой полосой жизни любого человека. И мы не исключение, понятное дело. Вот. О городе я отдельно тоже говорил. Это вообще, не мне только говорить, все знают. Это город, я его называю музеем вообще мирового уровня. Красивейший город с большими традициями. Великий город по масштабам. 2-я столица России считается. Вот, поэтому очень повезло быть в рядах студентов в таком великом институте, в таком прекрасном городе, как Ленинград. Вот. Но студенческая жизнь у меня началась довольно нелегко. Вот. В плане финансовой обеспеченности, как круглый сирота. И стипендий, как всегда, не хватало на раздольную жизнь студенческую в кавычках. Вот, приходилось иногда и голодать. Вот, стипендий не хватало. Мы всегда подрабатывали грузчиками на вокзалах, фруктово-овощных базах. Ночью разгружали вагоны, там хорошо платили. Но мы молодые, ночью поработаем, днем на занятия. Вот так мы подрабатывали немножко финансовые средства добавок к нашим стипендиям. Но все равно этого сильно не хватало. Вот. Но Ленинград прекрасный город, конечно, но климат там, сами знаете, дождливый, всегда пасмурный, чаще всего. Вот. Там без плаща практически трудно прожить в Ленинграде. Одежда – это первая крайняя необходимость, иметь какую-то куртку или от дождя плащ. А у меня на это денег не было. Вот. Когда я уезжал, мне тетя подарила часы «Молния» на цепочке. Вот. Я эти часы в Ленинграде приехал сразу через 2 месяца, в ломбард заложил. Потому что денег не оказалось, пришлось мне эти часы сдать в ломбард, получить хоть какие-то небольшие деньги. Вот, это первые мои студенческие шаги. Уже жизнь там уже познал, сказывается моя сиротская судьба. Вот. Так вот, я к этому что хочу сказать. Из студенческой жизни можно много говорить, сейчас просто некогда об этом говорить. Можно о других темах поговорить. Но я пару случаев из студенческой жизни за 5 лет могу для интереса привести, которые, на мой взгляд, сейчас на склоне лет характеризуют меня как человека, начинающего становиться на ноги с 1-го курса студентов. Вот. Так вот, после 1-го курса у нас 2 практики были учебные, геодезическая и геологическая. Геодезическую я прошел, а геологическую практику в Крыму, не где-нибудь, а в Крыму у нас там база институтская.
Все с удовольствием ехали студенты, кому против Крыма. А я отказался от учебной этой практики в Крыму не потому, что я такой капризный, а просто по житейской необходимости. Мне хотелось плащ купить. Вот о плаще я вам говорил. Вот. Дожди каждый день об этом напоминали мне в Ленинграде. Все одеты нормально, а я как сирота, у меня ничего не было абсолютно. Только скорость продвижения выручала меня. Я бегал с института вообще быстро, с большой скоростью. Каждый день, получается, мокли? Вот. Ну, короче говоря, я попросился, осмелился, все-таки первокурсник, что там, не такой уж большой человек-то. Я сам удивляюсь. Я это пошел на кафедру, в деканат. Надо было им объяснить, почему. Они удивились, как ты в Крым что, не поедешь, что ли? Все сюда едут с удовольствием. Вот. Но я им объяснил, да, мне переодеться надо. Я все время плащ говорил. Это как смешно. Сейчас смешно. Вот. Ну, они все-таки меня поняли в деканате и на кафедре и отправили в Коми АСР, в Воркуту. Вот. Я туда поехал. А мои однокурсники в Крым уехали на практику отдыхать. Вот. Есть разница выбора человека от места Крыма, вот какую-то глухомань, север России, Коми АСР. Вот. Ну, туда приехал, еще было одно поразительное удивление. Я попал в геолого-разведочную партию в поселок Хальмирию, еще севернее вообще от Воркуты. Вот, на поезде, ой, сколько ехал. Ну, и не об этом речь идет, а контингент этой партии, геолого-разведочной партии, работники, половина бывшие заключенные. Ну, там зона-то все-таки северного, в Воркуте там много заключенных, европейской части, так же, как у нас на Колыме было. Вот. Это суровый народ, понятное дело, возрастной, прошедший жестокую судьбу тюремных всяких дел. Вот я в этот коллектив попал. Вот такой мальчик. Вот. Ну, спасибо им, что они ко мне относились, как старшие люди, бережно, грех жаловаться. Но я сам просто психологически боялся немножко. Как-то после студенческого общежития попасть в такой коллектив, бараки с заключенным пожить, это тоже не так-то просто психологически. Я сейчас на старости лет это все анализирую. Даже каникулы не приехал отдыхать. 1 сентября приехал. Зато подработал кучу денег. Разбогател абсолютно. Приехал, первым делом купил тот долгожданный плащ знаменитый, который мне за 5 лет выручал в ленинградской погоде. Вот это первый случай. Вот. Второй случай, я сейчас вспоминаю, все анализирую, как я рос сам самостоятельно. Это был после 4-го курса, 1956 год. Я должен был ехать на производственную практику в Южную Якутию, Чульман. Вот, на железорудные месторождения знаменитые якутские. Уже путевка есть, все есть. Со мной тоже мой друг из Якутии, Кулантари Наговицын, мы вдвоем туда должны были ехать. Вдруг в один день прекрасный деканат вызывает нас обоих. Мы испугались, что такое случилось. В деканате сказали еще пожестче. Вас вызывает ректор. Представляете, для первокурсника это что значит? Мы не на шутку испугались, что такое, неужели что-то случилось. Вроде бы учимся нормально, все, никаких нарушений не допускали. Вот весь вечер гадали с другом. Утром в 9 часов ректоры должны были быть. Вот. Ну, что делать-то? Вроде бы за собой особых-то грехов нету.
но все равно переступили порог кабинета, двери кабинета ректора со страхом. Он нам что говорит? Вот вы, Скрябин и Наговицын, многократные чемпионы нашего института по вольной борьбе. Пришло из Ленинградского горисполкома письмо освободить вас от практики и оставить на сборы для подготовки к участию к первой спартакиаде народов СССР. Вот, сборной Ленинграда. Вот. В 1956 году впервые была организована так называемая спартакиада народов СССР. Вот ленинградцы готовились выступить, по разным видам готовили свои сборные команды. Так вот нас вычислили, туда пригласили. От такого предложения мало бы кто отказался в нашем возрасте, тем более спортсмены мы. Вот. Что там мы все знаем, там бесплатное питание, идеальное питание, условия вообще, и экипировка спортивная, там костюмы, ой-ой-ой, вообще. Вообще быть в составе сборной такого города и готовиться, даже и не поедешь, это большая честь. И мы ректору сказали, полегло, немножко легче стало на душе. Оказывается, по хорошему делу вызвал. Вот мы сказали ректору, дайте нам подумать, пожалуйста, до завтра. Хорошо, завтра жду ответа, все. Вот, мы весь день, вечер с другом толковали, что делать. И хочется, и не хочется. Вот. Но, конечно, в итоге приняли решение. Нет, для нас производственная практика, тем более в родной Якутии, важнее и решающий шаг диплома инженера. Если мы тут согласимся, останемся, то все, на год учебу мы теряем. Зачем это нам нужно? Да. Вся мечта жизни отодвигается на целый год, диплом инженера. Вот. Вот эта тяга к учебе возобладала над студенческой спортивной страстью. Вот. Ну, мы все это рассчитывали. Ну, на сборах мы побудем. Наверное, первыми номерами не станем. Поедут первые лучшие после тренировок. В моем весе там был в институте физкультуры Лецковта чемпион страны Юра Плакутин, я его знаю, мастер спорта там тоже. Ну, и реально рассчитали, что мы, не гарантированно, что мы поедем на спартакиаду. Но потренируемся там и так далее. Время потеряем. И учебу отстанем. И на другой день пришли, доложили. Нет, мы решили воздержаться. Спасибо за предложение. Нам важнее учеба, закончить, скорее получить диплом. Он пару слов сказал. Молодцы, что хотите учиться. Продолжайте учиться. Все, сказал. Отправим письмо, ответим, что не можем. Вот второй случай на 4-м курсе. Из этих двух на 1-м курсе с плащом, и вот на 4-м курсе со спартакиадой, так, в возрастном становлении, я для себя делаю вывод, все-таки сиротская судьба накладывает отпечаток на некоторые решения в жизни, какие-то сложные моменты. Вот такова у меня студенческая жизнь. А давайте теперь поговорим о студенчестве, о вашей работе, точнее. Да. Да, вот вы стояли у истоков инженерного образования в республике, да? Вообще, откуда эта идея зародилась, какие тогда были задачи, да? И как все это происходило? Да. Ну, говоря об истоках инженерного образования, кстати, инженерное образование тоже отмечает 65 лет, как наш университет все в эти дни. Вот, потому что одновременно с университетом инженерное образование начало в 1956 году впервые. В
Так вот, я скажу по этому вопросу. Он не случайно возник вопрос подготовки инженеров в новом создаваемом университете ЯГУ. Вот. Это 50-е годы 20 века, середина, она знаменита тем, что Якутия прославилась уже большими разведанными запасами различных видов полезных ископаемых, огромного масштаба, нефть, газ, алмазные трубки открылись, Зорница, Удачная, Мир, Устье, Вилюя, газовый фонтан забил, золото, Куранаха в Алданском улусе, сейчас о районе тогда называлось, и железорудные месторождения, угольные, Южные Якутии, можно перечислять много. Вот. То есть предстояла огромная, грандиозная работа по индустриальному развитию нашей республики. Естественно, этот вопрос сразу в первом плане ставил вопрос кадрового обеспечения. Кадры. Вот. И тут всем уже было понятно, что надо срочно решать вопрос подготовки инженерно-технических кадров, прежде всего по 3 приоритетным направлениям: геология, горное дело и строительство. Вот 3 судьбоносные начинающие отрасли. Вот. И это стало одним из, на мой взгляд, главных аргументов обоснования необходимости Якутского государственного университета в 1956 году на базе Якутского педагогического института. Вот. Университета с новым факультетом, инженерно-техническим факультетом, с 3 отделениями, как раз геологическим и горным строительным отделением. Вот это начало всего инженерного образования. Так и получилось по приказу Министерства Советского Союза по высшему образованию об открытии Якутского государственного университета на базе Якутского педагогического института был новый инженерно-технический факультет, вдобавок там существовавшим научным направлениям: педагогический, биология-географический, физико-математический и так далее. Вот. Это тоже самое начало инженерного образования. Понятное дело, любое новое создается всегда трудно, с чистого листа. Я говорю всегда, другие направления, которые были еще в пединституте, педагогические специальности, естественные, математика, физика, вот. Для них это было естественный шаг нового совершенствования, развития, переход с институтского на университетский уровень образования. То есть они не на пустом месте, у них свои тоже накопленный опыт большой в пединституте. Поэтому им намного легче было сразу сесть на рельсы университетского образования. Вот. А инженерно-техническому факультету предстояла самая сложная, громадная задача с чистого листа абсолютно. Абсолютно. И в кадровом вопросе, и в базе ничего не было абсолютно. На бумаге все, приказ, все. Вот такое сложное было время начинать. Это всегда новое так начинается, ничего страшного. Вот. Тут для решения этих 2 главных вопросов начинающегося инженерного образования 2 главных вопроса: кадровый вопрос и материально-техническая база, то есть учебные лаборатории, кабинеты и прочее. Вот. Этих 2 главных вопросах организация инженерного образования с 1956 года по кадровому вопросу пошли по совершенно испытанному, правильному пути, с приглашением опытных педагогов других вузов, центральных вузов, единичных, правда, по конкурсу. Вот. Это первый вариант. Второе – привлечение местных крупных специалистов промышленности, строительства, геологии, геологического управления у нас было. Вот. И
ученых местных с академических институтов якутского филиала. Тогда филиал назывался якутский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. Вот. Так что где-то была возможность подбирать кадры. Вот. Но одновременно ставилась задача подбора молодых специалистов, инженеров, выпускников центральных вузов, местных, из местной молодежи. Вот в эту категорию мы попали, я в том числе, как выпускник Ленинградского горного института. А вам было всего 24 года. 24 года, да. Вот. Ну, всем примерно так, выпускники примерно так кончают. Вот. Ну, короче говоря, это третий путь, уже заведомо опережающая подготовка местных кадров. Приглашение всю жизнь невозможно, преподаватели со всех вузов-то. Вот. Вот я попал как раз с своими коллегами по возрасту в этот набор приглашенных в университет. Меня пригласил лично Авсентий Егорович Мординов, первый ректор университета. По какой причине он на меня вышел, это целая история рассказывать. Тут тоже оказалась добрую услугу моя репутация борца. Вот, в Ленинграде я студент. Он же увлекался борьбой, да? Он вообще там фанат борьбы был, Авсентий Егорович. Ни одного соревнования не пропускал. И студентов своих поддерживал, борцов. Вот. То есть он вас сначала узнал как спортсмен? Они уже услышали, что вот Скрябин еще выпускники, перворазрядник, чемпион Ленинграда, там среди студентов, то все. Вот. Он сразу давайте-ка его сюда. А у меня в кармане была путевка уже по направлению еще Ленинграда в Амакинскую экспедицию знаменитую алмазную. Вот. Уже путевка, я не должен был лететь через неделю. Вот. И на спартакиаде, на соревновании, тогда стадион назывался «Спартак», на каком-то соревновании, меня ребята позвали, там ректор Мординов сидит, велел срочно вас привести к нему. Но я к нему, естественно, пришел. Вот он меня начал уговаривать. Все, вы нам нужны. Мы геологическое образование, тут кадры подбираем. Вот, вы выпускник престижного института, хорошо кончили, там то все, ну, всякие, похвалил. Вот, еще и борьбой занимаетесь. Не преминул сказать. Все, давай к нам. Я говорю, не могу. У меня путевка, это направление, через неделю лечу не рву. И этот вопрос мы решим, сказал. Вот он. Ага. Но я не стал с таким авторитетным человеком там перерекаться. Сказал, что вот у меня путевка с собой. На другой день уже меня нашли опять. Он уже правительство согласовал, меня освободил от геологов, направление, университет и все, никаких никуда. Так я попал в ассистенты геологической кафедры нового инженерно-технического факультета. Это было в 1958 году, 1 сентября. С этого началась моя научно-педагогическая деятельность в университете вообще. Это 63 года сейчас, с чем я немало горжусь. Ногу с юбилеем практически. Немало горжусь. Вот. Ага. Ну вот я немножко отвлекся, как подбирали кадры. Но со мной вместе это был Аркадий Николаевич Васильев, выпускник МГРИ, Московского геологического института, Катахов Андрей Федорович Алматинского политехнического института, Семенов Владимир Павлович Иркутского политехнического института. Вот так всех собрали, известных выпускников. Ну, более-менее успешно закончивших, так будем говорить, наверное. Какие-то критерии были. Но мне борьба помогла там. Ой, беда. Интересно. Так судьба сложилась, что вместо Амакинской экспедиции я оказался на геологическом факультете. Как интересно. С этого началась моя работа. Ну, а дальнейшей ситуации с созданием инженерно-технического факультета могу сказать следующее. Вот. Ну, я уже говорил, кадровый состав подбирался в первую очередь с приглашения, ну, несколько человек, доцентов опытных. Я их сейчас всех могу перечислить.
Севернов, Перелыгина с Московского геологоразведочного института, Самодуров с Ростовского университета, Баранов Константин Александрович с Криворожского горного института и так далее. Вот такая команда собралась уже опытных вузов, других ведущих вузов страны. Но еще якутские ученые подключились, производственники. Уже, глядишь, уже какой-то коллектив подбирается. И вот молодые, мы еще сидим, специалисты, выпускники центральных вузов. Ну, нас планировали через 2-3 года аспирантуру отправлять, но это понятно. Вот. Мы так и прошли этот путь, и аспирантура, все, защитились. Вот так закрепился я уже в судьбе своей на научно-педагогической работе. Вот. Кадровый вопрос так решался. А вот сложнее оказалось со второй задачей – создание материальной базы. Ну, в данном же примере геологический факультет я рассказываю. Вот, там, ну, лаборатории, кабинеты надо создавать, что-то доставать, где-то добывать. Вот. Тут помогли, понятное дело, геологические организации, другие промышленности. Республика вся помогала. Вот. И тут я хочу обязательно заметить особую роль студентов наших первого набора, первых выпусков, первых наборов. Тогда в числе первокурсников были уже выпускники средних учебных заведений, техникумов и так далее, училищ, уже люди, имеющие некоторый практический опыт по своей профессии. Ну, серьезные, солидные люди тогда поступали. Не то, что сейчас. Они же были, наверное, вашего возраста или даже старше? Да. Вот. Ну, там были студенты меня, некоторые старше меня были. Перерывы меня в коридоре, а студентов трудно было отличить-то. Кто-то тут молодой носится туда-сюда. Ну, это понятное дело. Так вот, это студенты, я всю жизнь благодарю их, они, ну, как первопроходцы, понимали, что надо все создавать, помогать, кабинеты оформлять, лаборатории создавать. Огромную помощь студенты оказали в создании материальной базы кафедр, особенно геологических. Ну, например, все с геологических практик с полными рюкзаками образцов горных пород, минералов, полезных ископаемых возвращались. И вот осенью после практики отчет защищали практики-то. И все эти образцы становились коллекцией, кафедральной учебной коллекцией. Вот. И часть лучшие в музей передавали. Мы музей создали в Нерюнгске вот, с помощью студентов. Все первые выпуски непременно тащили с месторождения уникальные абсолютно образцы, которых вообще, некоторые вообще в мире единственные. Ну, земля якутская богатая. Вот так создавалась потихонечку база, кабинеты оснащались, особенно по минералогическим, по образцам геологическим. Студенты первые помощники были. Они все. Вот. Это тоже надо всегда отмечать. Так что не одни сотрудники трудились, вместе студенты, все как одна команда трудились. Очень легко было с этими студентами работать, честно говоря. И по профессионально, они уже с ними, можно серьезно на профессиональном языке разговаривать, кто на практике уже работал. После техникума. Магаданский геолого-разведочный техникум, Алданский и так далее, кончившие ребята. Вот такие ребята. Потом они стали выдающимися геологами Якутии, крупнейшими. Некоторые академиками стали тогда. Но это тема совсем другой лекции. Рева Миронович, вот так давайте. Создавалась кадровый потенциал и база инженерно-технического факультета. Давайте поговорим теперь о преподавательской деятельности. Вы по праву считаетесь отцом многих инженеров, геологов, и преподавателей, и практиков. Какие у вас принципы работы с молодежью, вообще и преподавания, и воспитания? И что вы можете пожелать молодым вашим, скажем, тем ребятам, которые сейчас работают? Ну, сейчас у меня на кафедре большинство мои ученики, вот как раз
тоже проходит школу вузовской педагогики, овладевает на деле, на практике, понятное дело. Это вопрос очень серьезный. Анализируя свой жизненный путь как педагога высшей школы, кое-что, какие-то мысли бывает, есть что сказать. Всегда я делюсь со своими молодыми коллегами, учениками по работе повседневной. Но тут я хотел бы подчеркнуть одну специфику преподавателей, так назовем, инженерно-технических вузов вообще, не только нашим, и ТФ, и вообще по стране. Вот. Как правило, преподавательский состав инженерно-технических вузов и специальностей формируется, естественно, из числа наиболее одаренных крупных специалистов по своей специальности или ученых по научному направлению, узкому направлению своему, инженерному. Вот. Это, как правило, люди, которые особого педагогического образования не имеют, они технические вузы кончить. Вот. Вот. И вот приходят педагогические коллективы технических кафедр. Вот. Это всеобщая проблема, я считаю. Вот. То есть, как правило, без глубокого теоретической базы педагогического труда, так назовем, как в педагогических институтах. По педагогическим институтам проще, там у меня уже вуз кончали уже там всю теорию, педагогики, психологии, там все прошли. Готовенькие преподаватели. А вот любой инженер, будь он геолог, горняк, строитель или что там, он же инженер прежде всего. Он даже и не думал, может быть, педагогом стать, так как я тоже. Но вот приходится им овладевать искусством педагога высшей школы. Вот. Тут специфика, к сожалению, существует, и объективная, не они виноваты. И так во всех вузах, все. Вот. Все выдающиеся крупные вузовские профессора, они тоже начинали так же, как мы. Мы инженеры молодые. И постигали азы педагогического труда в высшей школе, как говорят, на марше, в работе, самостоятельно. Ну, естественно, при помощи общеизвестных в ВУЗе форм повышения квалификации, стажировка там и так далее, курсы. Вот. Поэтому педагогам нашего технического профиля довольно нелегко приходится без базовой педагогической образованности, так будем говорить. Поэтому большая доля становления настоящего педагога высшей школы в технических вузах и кафедрах зависит от индивидуальных способностей, от личности человека. Вот. Но мы все разные люди. Кто склонен к педагогической форме работы, а кто нет. Прекрасный инженер, цены нет ему, но педагог он, я извиняюсь, понятное дело. Это все жизненно. Вот. Поэтому формирование педагогического коллектива, технических кафедр, технических специалистов – сложнейшая задача. Вот. Вот. Но тем не менее, эта проблема одолевается, как правило, весьма успешно. Инженеры, они довольно серьезные, подготовка теоретическая, вот, широкий кругозор. Вот, специалисты крупные, они быстро овладевают все-таки педагогическим искусством, вести занятия и так далее. Ну вот я тоже прошел этот нелегкий путь, начиная ассистента с 1958 года. Мой педагогический стаж 63 года начинается ассистент, старший преподаватель, доцент, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой. Я деканом, 19 лет был деканом, 10 лет инженерно-технического факультета, 9 лет организовал новый геолого-разведочный факультет, который сейчас существует. 19 лет деканом – это немалый труд, это легко сказать. Вот. А заведовал кафедрой вообще 28,5 лет.
Это сейчас самому страшно вспоминать. По 5 кафедрам техническим. Вот за эти годы, конечно, наверное, немножко созрел как педагог высшей школы, думаю. Но понимаю, чувствую, что я далек, конечно, от совершенства педагогического. Всю жизнь надо учиться, совершенствоваться. Совершенствования нет предела, ни возрастного никакого. Поэтому я молодым своим коллегам, аспирантам и так далее говорю: вот, ребята, ну, вы не педагоги, вы по базовому образованию, но инженерные, прекрасные, из вас хорошие преподаватели выйдут, только надо трудиться над собой. Себя надо перевоспитать к этому сложному, необычному труду для инженера. Вот. Надо иметь широкую эрудицию научную, глубочайшие знания, вот, чтобы свободно себя чувствовать во время занятий и чтобы поражать студентов своей эрудицией. Это студенты очень любят. Если почувствуют, что вот ты где-то затрудняешься, какой-то вопрос не смог, это уже немножко остается в памяти студентов. Вот. Ну, они тоже понимают, молодой преподаватель. Вот такой нелегкий труд. Самосовершенствование, самообразование в плане педагогического мастерства, педагогики высшей школы. Это одно из главных требований. Ну, а по воспитательной работе, ну, тут слишком понятие многогранное, вы сами понимаете, студентами были. Воспитательная работа весьма многогранная и необъятная, так будем говорить. И кураторы, и там все, чего только нету вообще. Вот. Но тут я думаю, что роль личного примера, наверное, во главу угла бы я поставил. Вот. Мало назидать молодому человеку в нравоучении читать, а надо быть образцом самому в плане воспитанности. Вот. Надо быть аккуратным, исполнительным, все четко, все дисциплинированным, себя вести в любой ситуации на уровне своего достоинства, вот. Уважать своего ученика, вот, и так далее. Ну, искусство общения с человеком – это безграничная работа. Трудно говорить. Я же не педагог с образованием. После 63 лет вы говорите, что вы не педагог. Просто так рассуждаю. А вот помимо педагогики, да, помимо науки, вы всегда очень много времени уделяли и общественно-политической работе, да, разным ипостасям, и спорту, да, в конце концов. А вот какое из этих направлений вам лично ближе? Вы себя как представляете? В моем возрасте человек склонен немножко оглядываться назад, иногда, если даже анализировать, как прожил, что делал правильно или неправильно, и чего добился. Ну, это, наверное, но я тоже такие всегда мысли пытаюсь решить для себя. По своим интересам я оказался довольно широкопрофильным, так будем называть, в кавычках. Вот. На молодости свойственно молодежи спортивное увлечение, вольная борьба. Меня там коррективы внесли в жизни, я вам сказал. Я работал, я давеча Авсентий Егорович говорил, да, вот я забыл там сказать. Я иногда с гордостью говорю, сейчас университет отмечает 65 лет университетского образования, а я работал со всеми 8 ректорами нашего университета, да. Со всеми 8 ректорами. 8-й сейчас вот Анатолий Николаевич. Это тоже единицы, наверное, если есть в университете, наверное, нет, кроме меня. На первого Авсентия Егоровича я перечислил. Вот, так что вот, довольно интересный путь прошел вузовской работы. Знаю всех 8 ректоров, каждую по отдельности, их возможности, особенности и так далее. Это целая история развития университета. Вот, естественно, университет неуклонно
поднимается вверх, понятно. Вам надо книгу написать. А? Вам надо книгу написать, я Ой, поняла. Потому что таких людей вообще очень мало же, которые всех ректоров знали. Я знаю. Это будет вообще историческое издание. Найдется кто-нибудь. Так, ну вот вы спросили о разной деятельности. Что для меня важнее? Что, Даже, может, не важнее, а ближе для что, души. да, ближе. Что считаю я главным делом в жизни, вот, говоря громко, о 63 лет педагогической деятельности. Так вот, я начал говорить, вот опять со спорта на Авксентия Егоровича переключился на начале пути, так будем говорить. Вот. Ну, так, мне пришлось, конечно, не только научно-педагогической деятельностью заниматься, понятное дело. В нашем обществе много интересных дел других. Я еще и не без перерыва наукой занимался, естественно. Вот. Но по науке я ничего не сказал, у вас вопросы, но немного вот сказать пару слов. Вот. В аспирантуре я занялся совершенно новым научным направлением – алмазным бурением в условиях многолетней мерзлоты в Якутии. Вот, на защите меня оппоненты сказали, что я в этом направлении четвертым в Советском Союзе по алмазному бурению. Вот, а первым по республике. Вот, тоже как бы первопроходец. Вот. Ну, по возможности я никогда не прерывал научно-исследовательской деятельность, особенно последние годы руководил аспирантами там, и прочее, молодыми коллегами. Вот. Связь не терял реальным производством, геолого-разведочными экспедициями. Под моим руководством выполнялись различные научные проекты, договорные, бюджетные, гранты Министерства Российского фонда фундаментальных исследований. Ну, то есть старался от науки не отходить, понятное дело, по мере возможности. Но работая 28 лет заведующим кафедрой, понятное дело, руководил и научным направлением кафедры. Но деканская работа там совсем другое, там вообще, ну, как формальные показатели опубликованных у меня работ более 200. Вот. 7 изобретений со своими, патентных изобретений со своими учениками. Вот. Так что не пустой портфель у меня научный, кое-что есть. Вот. Даже учебник для высших учебных заведений имею. Вот. Это научная деятельность. Вот. Ну, а что касается общественной, ну вот я опять по борьбе начинал в числе первых организаторов вольной борьбы в Якутии, Дмитрий Петрович Коркин на слуху у всех, но мы с ним вместе в Ленинграде уже этим занимались. Он в институте Герцена, я в горном институте. Немножко даже боролись там, ну, как положено. Вот. И тут тоже работали, он в Чурапче, я в университете тренером работал по вольной борьбе. Участвовал в организации всевозможных соревнований, республиканских, ну, много в чем. Тут немножко там, ну, это дело молодое, конечно, потом я в науку ушел, уже прекратил это дело. Объять необъятное невозможно. Вот. И, ну, одним из интересных моментов своей жизненной деятельности считаю работа в Якутском научном центре заместителем председателя президиума Янце Владимира Петровича Ларионова, академика. Вот. Организовал Якутский международный центр по развитию северных территорий по заданию академика Коптюга. Так что в научной сфере тоже имею небольшой опыт работы и общения с крупными учеными нашей республики и России. Вот. Тоже интересное направление. Вот. Ну и немного международной деятельностью позанимался в период работы нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаевича. По его поручению я занимался руководством проектов Северного форума, неправительственной международной организации северных регионов, северных государств мира вокруг полярного круга. Вот, может быть, слышали Северный форум. Конечно. Так вот, я там особенно один проект успел пробить Академию Северного форума. Меня и на
Генеральной Ассамблеи Японии назначили президентом, организатором этой Международной академии Северного форума. И в Якутске Генеральной Ассамблеи меня избрали президентом Академии Северного форума. Там тоже несколько лет приложил свои силы. Вот. Но там содержание работы совсем другое, много. Но все эти мои научные некоторые деятельность в сфере академической науки, так назовем, не перерывали мою педагогическую деятельность, поэтому я педагогический стаж все время это считаю. Все время работаю в Янце, я был совместителем профессором кафедры все время. Так что педагогическая деятельность никогда не прерывалась во время занятий разными другими направлениями. То есть педагогика это все-таки ваша... Вот. Ну, особо хотелось бы, для меня лично запоминающимся этапом своей жизни является работа народным депутатом Верховного Совета нашей Республики 12-го созыва исторического, всегда говорят. Это в 1990 году впервые в стране были проведены демократические так называемые выборы, провозглашенные Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Вот. Но, естественно, Якутия не осталась в стороне этого новой волны демократии. Мы тоже тут активно приняли это новую форму нашей общественной деятельности. Я очень участвовал в выборах в депутаты Верховного Совета по студенческому округу. Нас 5 претендентов было, но я каким-то образом их победил и стал депутатом народным, тогда назывался народным депутатом Верховного Совета Республики от студенческого округа, университета. Вот. И в эти годы мне удалось поработать в законотворческом плане. Как депутат, это основная работа. Но я как геолог по профессии особенно активно работал по проекту закона о недрах, формировании новой структуры исполнительной власти республики, то есть правительства, по моему настойчивому предложению, был создан впервые Государственный комитет по науке и технике республики. Тогда не было. Вот я считал это крайне необходимым иметь исполнительской ветви власти республики, правительства. И еще я тоже, как геолог, поддерживал создание нового комитета по геологии и недропользованию. Это депутатская работа. Вот. Поэтому я не могу не сказать о составе нашего Верховного Совета. 165 депутатов этого 12-го созыва, избранные все на волне развернувшейся по всей стране всенародной демократии. Вот. И эта волна сказалась на составе этого нашего созыва. Не только я, все признают, что это был Верховный Совет очень высокоинтеллектуальный уровня, профессионального уровня. Вот, действительно, патриоты вроде бы собрались, и все слои населения были представлены в составе депутатского корпуса. И работа этого Совета 12 созыва была запоминающейся для каждого депутата на всю жизнь. Мы там абсолютно честно, молодые, настроенные на волне этой демократии, с истинным желанием что-то перестроить в жизни нашей республики, в законотворчестве, создании институтов управления, достижении некоторой свободы и прав, решения судьбы своей республики. Сейчас некоторые со смехом вспоминают, вот вы там принимали декларацию о суверенитете и прочее, да, мы принимали декларацию о суверенитете и Конституцию новую принимали.
законы о языке и прочее, прочее. Ну, все новые совсем подходы. Вот. Это большого труда требовалось и особой активности всех депутатов. Ну, я, естественно, тоже в этих рядах как мог активно участвовал. И для меня это весьма памятный этап моей жизни и депутатской деятельности. И тогда, помню, у нас очень суровые иногда дискуссии получались. Ну, все мы демократы оказались. Вот. Все, каждый за себя. Не то, что сейчас вот по партийным фракциям голосует. Единая Россия там и решили решение. Все должны поддержать. Консолидированное голосование они называют. Сейчас вот Верховный Совет, Госдума сейчас. Вот. А у нас там в то время демократии, первой молодой демократии российской, каждый считал своим долгом свое «я» проявить. Нет, я вот так считаю, и все. Никаких там партийных привязанностей, каких-то общих одобрямств такого не было. Вот. А разнообразие, а иногда даже противоречие мнений приводило к некоторым хорошим результатам. Как говорится, истина рождается в споре, в хорошем споре. Вот, поэтому я всегда с большим удовольствием вспоминаю работу нашего Верховного Совета и мысленно сравниваю сегодня вот с заседанием Госдумы России и Ильтумена нашего. Ну, новое время, новые правила игры. Вот. Ну, и в заключение, вот, перечисляя разные формы своей деятельности, вот, все по-своему были очень интересны, для меня памятны, оставили след, наверное, на моей судьбе. Но я главным делом, естественно, считаю научно-педагогическую деятельность в университетском образовании, с чем я немало горжусь. И 63 года стажа, говорю, это дорогого стоит. Вот поэтому, заключая свою разнопрофильную деятельность, все-таки я остаюсь в первую очередь педагогом, организатором высшего образования, особенно инженерного образования. И я горжусь, что меня признают одним из первых организаторов инженерного образования во всей республике. И это тоже приятно мне. Но я честно потрудился, как мог, понятное дело. Вот. Поэтому я благодарю свою судьбу за испытания меня, разные ипостаси. Судьба моя давала меня испытать себя в разных, как говорится, ипостасях. То депутатом, то научным работником, то руководителем академического института. И международной немножко деятельности. Громко пусть не будет сказано. Вот. Но всегда я оставался профессором университета. И пока по сей день еще продолжаю трудиться, правда, в дистанционном режиме. Не очень приятном, конечно. Вот. Ну, я в заключение хочу сказать, что поблагодарил свою судьбу. Вот. Я нисколько не жалею за прожитые своей жизни, деятельности. Благодарен своей семье, во главе своей супруги Маргариты Панкратьевны, тоже ветераны, тоже университета. Вот. Они все меня почти естественно поддерживали во всех моих делах, как надежный тыл. Без поддержки семьи, сами понимаете, чего-либо добиться в жизни невозможно.